1999 год. Конец и начало нового тысячелетия. Время перемен, время начинаний. Именно в этот год мечтатели, в дальнейшем энтузиасты Михаил Гуляев и Анастасия Оконечникова, проделав титанический труд, открыли Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта по указу первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева на родине олимпийских чемпионов Романа Дмитриева, Павла Пеникина и Александра Иванова. Институт стал первым высшим заведением сельской местности России. По указанию президента я ездил сначала родной Омский институт физкультуры, Красноярский педуниверситет, факультет именно физкультурная и, конечно, тогда ГСАЛИФ, Государственный центральный орден Ленина, институт физкультуры, и разузнал Академию борьбы. Академия борьбы была создана тогда Шахмурадовым, но это в общественных началах. В связи с этим мы, конечно, с идеей пришли Михаилу Ефимовичу, и Михаил Ефимович издал указ 3 февраля 1999 года о создании высшей школы, высший колледж физической культуры спорта. Но у нас была идея именно построить институт физкультуры в Чурапче. Здесь было все пусто, и мы планировали, пригласили проектировщиков. Якут-проект был подрядчиком, Андросов Иван Степанович, и вот проектировали институт физкультуры сельской местности и построили за 9 месяцев. Сейчас стратегической целью института является его развитие как ведущего научно-образовательного, спортивного и методического центра в сфере физической культуры и спорта, становление его центром развития национальных видов спорта народов и народностей региона, институтом, обеспечивающим отрасль кадрами высокой квалификации в спортивной и социальной сферах на северо-востоке России. Так, Чурапчинский государственный институт в этом году отмечает свой юбилей, 25 лет институту. И за эти 25 лет мы подготовили более 2000 специалистов по физической культуре, по АБЖ, по рекреации, спортивному туризму, дошкольному образованию. Сейчас в нашем коллективе работает более 100 работников. Обучается 700 студентов по 7 направлениям. И основное направление Чурапчинского государственного института – это сопровождение национальных видов спорта, по подготовке кадров, по переподготовке, по спортивному воспитанию. И сегодня наш институт работает 68 регионами по подготовке национальных видов спорта, повышению квалификации тренеров, инструкторов, судей, ну и научное сопровождение национальных видов спорта и вообще по здоровью населения. Чурапчинский институт за эти годы подготовил более 10 чемпионов и призеров мира по разным видам спорта. Мы культивируем 6 видов спорта, 6 олимпийских видов спорта и 4 национальных видов спорта. Грамотный подбор научно-педагогических кадров, знакомство с именитыми учеными и приглашение их в глубинку севера в качестве преподавателей позволило укрепить научный потенциал института, привести уровень вуза к международным стандартам.
повысить его статус среди научной общественности на благо устойчивого развития вуза и общества. Самоотверженная работа первого коллектива дала плоды. Сейчас институт является федеральным вузом, одним из 14 вузов Министерства спорта Российской Федерации. В нашем институте проводятся исследовательские работы в нескольких направлениях – олимпийских и неолимпийских видах спорта. А также целенаправленно ведется по подготовке кадров в этом направлении. Институт является федеральной экспериментальной площадкой для развития вида спорта масс-рестлинг. В рамках этого создан федеральный экспериментальный проектный офис, который также при правительстве Республики Саха-Якутия, которая также целенаправленно развивает этот вид спорта. Также в рамках развития национальных видов спорта мы работаем по научно-опытным и конструкторским работам, которые также охватывают все сферы деятельности, массовый спорт, а также национальные виды спорта. В нашем институте создана очень хорошая лаборатория, которая требует также подготовки кадров, поэтому те оборудования, которые мы закупаем, целенаправленно ведется обучение кадров. Так, например, у нас в Республике Беларусь учатся 2 аспиранта, которые овладевают тем инструментарием, тем техническими овладевают инструментарием, которые должны именно развивать физическую культуру спорта. А также у нас 2 аспиранта также учатся в Всероссийской научно-исследовательской институте, город Москва. В структуре вуза функционирует 3 факультета. Основной факультет – факультет физической культуры, спорта и оздоровительных технологий объединяет работу таких кафедр, как теория и методика физической культуры, спортивная подготовка и национальные виды спорта, рекреация и спортивно-оздоровительный туризм естественных дисциплин. Я узнал об институте от своих друзей. Они сейчас высококвалифицированные преподаватели физической культуры. Они мне сказали, что есть учреждение, находится в Чурапчинском государственном институте физической культуры. Я решил сюда поступить. Вот. У нас есть общежитие. В этом общежитии в комнатах живут от 2 до 3 студентов. В комнате есть душевая, туалет и так в каждом отсеке. В общежитии мы живем очень весело, дружно. У нас всегда там бывают всякие мероприятия, там игры по станциям. Чаще всего мы собираемся у теннисного стола вечером, чтобы поиграть, чтобы узнать, кто из нас лучший. Дух соперничества. Следующим по величине является социально-педагогический факультет. Факультет имеет 2 выпускающие кафедры – психологии и педагогики и социокультурных инноваций и технологий, а также обеспечивающую кафедру гуманитарных дисциплин. За весь год обучения в институте я получил очень много знаний по сфере физической культуры. Также участвовала во многих мероприятиях культ массовых. Также стою в студсовете. У нас в студсовете стоит 20 студентов. Организуем очень много мероприятий. Институт нам очень хорошо помогает. Моя любимая дисциплина – это психология. В дальнейшем хочу стать спортивным психологом и работать в этой сфере. Хотелось бы мотивировать спортсменов, также их тренеров на победы и дальнейшие успехи. 3-й факультет дополнительного профессионального образования создает условия для реализации дополнительных профессионально-образовательных программ, повышения квалификации, профессиональной переподготовки для педагогов и различных категорий населения. Волонтерский центр в институте работает с 2015 года по 5 направлениям – социальное, экологическое, спортивное, педагогическое и социокультурное волонтерство. По сей день мы являемся доброцентром. По итогам мониторинга Ассоциации волонтерских центров наш центр с 2018 года является лучшим. Новшеством является отделение патриотического добровольчества в связи с требованиями
сегодняшнего дня, да, можно сказать. И вовлечение всех студентов в данное направление только радует. Ну и наравне со студентами у нас активно работают и все работники нашей профсоюзной организации, за что мы всегда им благодарны. Если раскрыть направление добровольчества, да, по социальному волонтерству сейчас наши добровольцы активно помогают семьям участникам СВО по подготовке маскировочных сеток, по оказанию помощи по хозяйству, заготовка льда, заготовка дров, подготовка домов к зимовке. Также у нас есть такая традиционная акция «Полка добра» для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов тыла, переселенцев. Да, именно в преддверии 9 мая, Дня Великой Победы, мы всегда поздравляем наше старшее поколение, собираем корзины продуктов и торжественно с открытками раздаем. Также у нас есть традиционная тоже акция, благотворительный конкурс «Мисочки в КИС», в рамках которого тоже мы поздравляем одиноких пожилых села Чурапча. Целью развития института до 2030 года является его становление как ведущего научно-образовательного, спортивного и методического центра в сфере физической культуры и спорта, обеспечивающего отрасль кадрами высокой квалификации в спортивной и социальной сферах Международного центра развития национальных видов спорта народов и народностей России, координатора Международной ассоциации азиатских вузов. По поддержке правительства и главы республики заканчивается проектная работа перестроя учебно-лабораторного корпуса, где будет 3 научных лаборатории. Это медико-биологического направления, психологическо-педагогического направления, ну и биомеханики. Мы готовим уже специалистов по этим направлениям. Наши специалисты обучаются в Белорусском национальном техническом университете. Они уже в следующем году заканчивают аспирантуру, и у нас готовые специалисты будут. До 2028 года здесь будет строиться еще зал Дмитрия Петровича Коркина. Это школа Дмитрия Петровича Коркина будет строить содержание, и общежитие для учащихся. Поэтому кампус нашего института и школа расширяется. Планомерная работа ведется Министерством спорта Российской Федерации и правительством Республики Саха-Якутия. Вот так на протяжении четверти века развивается и процветает Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта. Нам остается пожелать университету и его коллективу новых направлений, надежных партнеров для сотрудничества и успешного воплощения самых смелых замыслов.